Здравствуйте, с вами программа «Якутия Лайф» и проект «Мой доктор», ее ведущий Иван Луцкан. Сегодня мы поговорим о бережливой поликлинике. Этот проект реализуется в нашей стране с конца 2016 года. Его цель — сократить неэффективные технологические процессы в медицинских учреждениях страны. В итоге сократится время пребывания пациентов в поликлинике, оптимизируется работа регистратуры, персонала, врачей и лабораторий, повысится уровень доступности и качества медицинских услуг, улучшатся условия оказания медицинской помощи и многое другое. В регионах бережливая поликлиника помогла на треть сократить время на оказание медицинской помощи и сэкономить до 15-20% средств в лечебных учреждениях. Подробнее о том, как это отразится на пациентах в Республике Саха-Якутия, расскажет министр здравоохранения нашей республики Елена Фарина-Борисова. Добрый вечер, Елена Фарина. Рад видеть вас в нашей студии. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, Иван. Действительно, тема очень интересная. И надо отметить, что, наверное, в нашей республике как раз-таки бережливые технологии, или лин-технологии по-другому называются, начали свое действие еще в 2012 году с медицинских организаций города Якутска. И постепенно, действительно, когда вошло это же национальный проект, они транслировались на всю республику. На сегодняшний день мы можем видеть изменения и абсолютно другой формат, наверное, наших поликлиник. Для пациентов, в первую очередь, это более яркие здания, это украшенные регистратуры открытые, это возможность не забирать свою карточку, то есть какие-то такие удобства. Что же касается для медицинской организации, это более глубокий процесс, и на каждую, наверное, процедуру, на каждый формат приема разрабатывается определенный стандарт операционных процедур, так называемый СОП. Это можно сейчас увидеть на примере той же вакцинации. Когда вы приходите, и мне сегодня было отрадно слышать, когда мы встречались со строителями, с инновационными компаниями, когда они говорили, что приходят в кабинет вакцинации, 20 человек проходит за 8 минут. Вот это как раз тот регламент, когда очень быстро, понимая, где какие ресурсы должны быть расставлены, можно пройти ту или иную процедуру. И эта бережливая поликлиника, сегодня, еще раз повторю, имеет место во всех наших республиканских учреждениях. Конечно, по республике мы начали с детства, потому что детство — это самое главное, и как раз период ожидания маленького ребенка к врачу, он наиболее важен, актуален сегодня в нашей республике, и мы занимаемся именно этими процессами. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и свои вопросы по номеру нашей горячей линии в мессенджере 8 914 235 0502 или в прямой эфир вы можете прямо позвонить 8 41 12, код города Якутска, 42 14 39. Это телефон, по которому вы можете задать вопросы министру здравоохранения республики. Предвосхитили часть вопросов, которые мы хотели с вами обсудить. В каких пилотных учреждениях внедряется сейчас проект «Бережливая поликлиника» у нас в республике? Еще раз повторюсь, во всех медицинских организациях в наших республиках, не во всех отделениях, но, тем не менее, процесс у нас идет очень активно. Мы являемся, наверное, лидерами по стране по внедрению лин-технологий. К нам даже приезжают другие регионы учиться, мы показываем, что мы сегодня достигли, что сделали. Очень активно мы в этом направлении работаем с Росатомом, который помогает нам в тех или иных процессах. В городе Якутске лин-технологии вы можете встретить уже везде. Вот по поводу вакцинации. Тема актуальная. Как она увязывается сейчас с темой бережливого здравоохранения? Наверное, повторюсь. Есть стандартные процедуры, когда мы можем большое количество человек, такой поток, скажем, пропустить через маленькое количество пунктов вакцинальных. У нас всего 149 пунктов вакцинальных по республике, но за эти пункты мы можем пропустить в сутки до 9-10 тысяч человек. То есть это правильные расставленные силы и средства, это правильное понимание маршрутизации пациента, когда он заходит в одну точку и выходит в другую. При этом мы понимаем, что на вакцинацию тратится, к примеру, 7-8 минут от начала захода пациента до выхода из учреждения. Как раз по вакцинации и по теме бережливого, вакцинальные пункты. Сейчас и в социальных сетях пишут, что они развернуты в автобусах. Насколько это правильно? Пишут про антисанитарию и так далее. Понятно, что, может быть, и восприятие такое есть. Как там организована работа? И соотносится ли это к бережливому здравоохранению? Совершенно, абсолютно соизмеримый к лин-технологиям подход. Мы как раз определяем, какие возможности можно использовать при минимальном ресурсе, допустим, кабинетов. Все соблюдается с абсолютным требованием санитарных правил, норм. Нас проверяет Роспотребнадзор, нас проверяет Росздравнадзор. Поэтому в части
чистоты всех манипуляций, которые там проводятся, мы можем гарантировать абсолютно точно. Безопасность этой процедуры? Да, конечно. А вот нет ли сбоев сейчас с поступлением вакцины в регион, и какие вакцины до этого поступали, и какие сейчас есть в наличии? Действительно, у нас были большие проблемы с поставками вакцин, наверное, с начала года. Но спасибо большое Сан Сергеевичу, работы наших депутатов Государственной Думы, о том, что они нам всегда помогают и нас поддерживают. И буквально вот с мая начались регулярные поставки, то есть еженедельные поставки. Была большая партия при 50 тысяч вакцин. Сейчас поступает еженедельно, а то и 2 раза в неделю 3-5 тысяч вакцин. То есть у нас сегодня недостатка в вакцинах нет. 202 тысячи сегодня вакцин есть в республике. Мы сегодня из этой партии уже провакцинировали 86%. То есть достаточно большой запас вакцины сегодня есть. И буквально в понедельник мы ожидаем уже новую партию. К нам регулярно приходил спутник Ви, или гамковид он по-другому называется. Буквально в мае начал поступать Эпивак. И вот на позапрошлой неделе поступил коронавир. Впервые в нашу республику поступило 1240 доз. Пробно, в принципе, каких-либо нареканий со стороны той или иной вакцины, когда получают наши пациенты, мы сегодня не замечаем. Ковивак, наверное, да? Да, да. Прошу прощения, оговорилась, да. Частый вопрос в социальных сетях. Возможно сделать 2 этапа вакцинации в разных пунктах вакцинации. Ну, допустим, первый вот выездных, а второй уже, возможно, подошел и в поликлинику по месту жительства. Возможно это или нет? Сегодня это возможно, сегодня это разрешается. Мало того, что это возможно в различных пунктах. Сегодня есть уже многие города, когда вы можете начать первую вакцину, допустим, в Республике Саха-Якутия, а вторую получить в Москве. То есть с мая месяца тоже поменялись правила вакцинации. Я напомню, что у нас очень быстро меняются все регламенты. И вот с начала распространения ковида, вот за 1,5 года у нас поменялось уже 11 методических рекомендаций, версий, где нам рекомендовано так или иначе проводить те или иные виды диагностических, лечебных, в том числе вакцинальных процедур. Поэтому сегодня это возможно. Ну вот, возвращаясь к теме бережливого здравоохранения, вопрос такой, да, вот только что вы говорили о том, что диспансеризацию можно пройти достаточно быстро, вакцинацию достаточно быстро, да, благодаря маршрутизации пациентов. Но вот в том числе можно оформить санаторно-курортную справку своего терапевта. Сейчас тоже это выводят достаточно быстро для того, чтобы получить. А нужно ли для того, чтобы получить санкур путевку, чтобы там была какая-то отметка о вакцинации? Или сейчас нет таких обязательных требований? Сегодня каждое учреждение вообще по стране вносит свои регламенты, свои правила. То есть какие-то курортные города требуют это, какие-то санатории это требуют. А сегодня есть даже в том числе рестораны, кинотеатры, которые могут себе позволить требовать наличия сертификата вакцинации. Пока это, конечно, такие разовые акции, точечные какие-то учреждения, но тем не менее не факт, что завтра это станет просто правилом жизни. Какие-то есть сейчас ограничительные мероприятия для работы медицинских учреждений в поликлинике? И как эти ограничительные мероприятия влияют на работу бережливого здравоохранения? Или это, наоборот, помогает? Ну, там вот тот же самый проект «Облачная поликлиника». Ну да, абсолютно хороший вопрос. Мы с 15 августа прошлого года восстановили плановую помощь. Мы ее не закрывали даже сейчас с учетом нынешнего роста, как называемой третьей волны в народе. Мы продолжаем весь плановый прием, продолжаем диспансерное наблюдение, диспансеризацию. Все медицинские организации у нас работают. Единственное ограничение, которое сегодня есть, это по количеству приема пациента. То же самое, к примеру, если раньше в нековидные времена, так называемый, у нас терапевт мог принимать 40 человек, сегодня это 20, потому что между пациентами должен быть перерыв для обработки, дезинфекции и так далее. То же самое в палатах стационарных. Если раньше можно было лежать 4-6 человек, то сейчас это в половину меньше. Соответственно, просто имеет вероятность отодвижения того или иного процесса для попадания к врачу. Тем не менее, еще раз повторюсь, мы не закрывались, мы помощь полностью оказываем. Что хотелось бы сказать в рамках бережливого производства, бережливой технологии. Действительно, информационная система, информационная вообще, наверное, цифровизация отрасли здравоохранения шагнула далеко вперед. И даже облачная поликлиника, которая сегодня известна нашим жителям, она тоже в рамках лин-технологий. И, возможность сегодня получить дистанционный прием консультации у специалиста, возможность записаться на ту же вакцинацию, диспансеризацию, на прием, на диспансерный учет. Есть такая функция через облачную поликлинику. Ну вот как раз затронули опять тему ковида.
все равно придется вернуться к ней, потому что это основная тема обсуждения сейчас везде, и на кухне, и в социальных сетях, по поводу того, когда мы вернемся к нормальной жизни. Наблюдается ли какой-то спад заболеваемости? Или вот сегодня Александр Сергеевич говорил, что мы вышли на определенное плато. Так ли это, да, в части того, насколько это продлится? Вот ваши какие прогнозы? Ну, прогнозы, наверное, больше не мои, а ученых. Мы сегодня видим, опыт есть. Еще раз повторю, это уже у нас третий подъем, да, заболеваемости по стране и по нашей республике. И мы видим, что в среднем от подъема максимального заболеваемости до спада происходит от 3-3,5 месяца. У нас максимальный подъем третьей волны начался с 4-й недели, то есть это где-то середина апреля. Поэтому вот ближе к концу июня, я думаю, что мы пойдем на затухание. Действительно, Александр Сергеевич подтвердил, мы вышли на плато. Это когда определенное количество заболевших, оно у нас уже стойко, ну, 100 человек, 101, 106, 103, в течение 2 недель держится. То есть это говорит о некотором таком устойчивом состоянии. И после этого мы должны пойти на спад. Но однозначно, что этим подъемом все не закончится. Будет и 4-й, и 5-й, может быть 10-й, если опять-таки мы не успеем прервать эту цепочку. А сегодня единственный способ, верный, проверенный, правильный, это вакцинация. Ну, вот по вакцинации, да, опять же, одни из вопросов, которые на горячую линию поступают, но они постоянные. Умирают ли от самой процедуры вакцинации? Ни в коем случае ни одного факта ни по России, ни в нашей республике не зафиксировано. А самой вакцины умереть невозможно, потому что мы все грамотные люди, мы открываем состав вакцины и видим, что там нет живого коронавируса, соответственно, заболеть коронавирусной инфекцией при вакцинации невозможно, именно от самой вакцины. Ну вот, но тем не менее случаи бывают. Случаи да? бывают, вот как да. их пояснить? Вот из-за чего люди заболевают после вакцинации? Смотрите, мы четко знаем, что в любой, значит, иммунологической системе есть система вакцинации, которая не гарантирует, ни одна вакцина мира, ни одного заболевания не гарантирует стопроцентной защиты. Всегда есть процент 10, 9, 8, и в ковиде это точно так же, когда не действует на человека, не создается иммунитет, иммунный ответ. Это вот один фактор. Второй, когда мы видим, что люди заболевают, например, на фоне первой вакцинации, да, это чаще всего, когда люди не знают о том, что они контактировали, к сожалению, не извещают об этом либо врача, может быть, не придают этому значения. Это очень важно, чтобы мы знали, с кем контактируем, заболели ли ближайшие. И он просто был в периоде, так называемого продрома, да, или инкубационного периода, когда поставил вакцину. И просто заболевание начало развиваться своим путем. А мы знаем, что инкубационный период у ковида в среднем сегодня 14, а иногда до 20 дней. А вот сколько людей у нас сейчас заболели после вакцинации? Из общей массы? Из общей массы. На самом деле не так много. Вот я сказала, что у нас привито уже порядка 190 тысяч человек. Причем второй дозы это чуть поменьше 160, да, то заболели у нас порядка 204 человек от любого Всего вида. 204 человека от этих вакцинирован. Повторно заболевшие, да, вернее, заболевшие после повторной вакцинации, либо после первой вакцинации. Ну, то есть процент вот совсем как раз минимальный, да, совсем минимальный. Смотреть 1% статистику, да, по-моему, абсолютно около нет, того. это 0,1%, поэтому здесь говорить о том, что вакцина не работает, либо плохая, конечно, не может быть речи, потому что, еще раз говорю, надо смотреть научную статистику, научные данные и конкретное подтверждение. Мы, например, мы всегда смотрим, и Россия ведет очень четкую мониторинг за такими состояниями, мы в конце страны всей. Елена Ивановна, извините за мою, может быть, не совсем тактичность, потому что все равно мой начальник, но вопрос, вот, который был на одном из форумов, ну, такой, он немного был такой, ну, не совсем в форме культурной, но был задан. А сама-то она привилась? Сама-то она привилась еще 15 декабря. В принципе, я привилась не только сама, привилась я спутником, потому что очень многие спрашивают, чем я привилась. На тот момент был спутник, я привилась спутником, привила всю свою семью, это взрослые дети, это моя мама в достаточно почтенном возрасте. Да, у нас были у кого-то осложнения, допустим, у дочери была температура, у меня у самой болела рука, у кого-то было такое продромное состояние, так называемое, когда ломили все кости. Но в течение суток эти все симптомы, они прошли. То есть это нормальное Это явление? нормально, да, и сегодня мы видим хорошие титры, но при этом я продолжаю носить маску, при этом продолжаю соблюдать все меры социальной дистанции, и при этом я продолжаю минимизировать все контакты для того, чтобы сохранить свое здоровье, потому что, еще раз повторю, даже при вакцинации надо беречь себя. Да, мало того, что Елена Фарионовна к нам пришла в маске, так еще и между нами вот расстояние явно тут даже более 1,5 метра. Хотя мы оба вакцинированы.
Тема строительства. Сейчас активный строительный сезон. Какие объекты системы здравоохранения в ближайшее время будут радовать якутян новыми объектами? Ну, начну, наверное, с самых важных и самых, наверное, востребованных объектов. Это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории, потому что это единственный медицинский объект может быть на селе. И надо отметить, что с 2019 года мы построили таких 27 объектов в 24 районах нашей республики. Это достаточно большие темпы. Таких темпов здравоохранение еще не видело. Это, конечно, благодаря программе национального проекта здравоохранения. Надо отметить, что мы впервые начали строить в тех районах, где десятилетиями ставился вопрос, но, к сожалению, из-за того, что это дальний, труднодоступный район, всегда строительство откладывалось. Ну, например, там Охотский перевоз, да, это, например, Сурицкое, Валекминске, это, наверное, Березовка в Среднеколымске. Сложные районы по доставке, по строительству, но, тем не менее, объекты сегодня там стоят. Дальше вот началась программа модернизации с этого года. Мы очень рады, опять-таки, и горды тем, что мы первые на Дальнем Востоке ее защитили на 12 миллиардов рублей, а это в разы, ну, не в разы, но больше, чем нацпроект здравоохранения, 8,5 миллиардов, где 7 подпроектов, а здесь только на одни мероприятия строительства 9 миллиардов предложено. И в этом году мы уже 5 объектов строим сразу же в центральных районных больницах. Это Чурапча, Тата, Вилюйск, Осьмая и Хану, арктическая зона, надо отметить. Да? То есть достаточно такой масштабный проект. Я думаю, что к 2023 году мы его завершим. Но и нельзя не остановиться на двух наших флагманских объектах. Это кардиология, онкология, оба диспансеры, которые один запускается в 2021 году. И мы думаем, что уже пациентов в 2028 начнем после лицензирования принимать в первом квартале, а второй стоит 2023 год. Но тоже идем с опережающими темпами. Если Россия нам позволит, даст значит, средства передвижку, то тогда мы, может, тоже в 2022 году этот объект сдадим. Очень важно для республики тоже оба объекта. Но я так понимаю, там тоже тема бережливого здравоохранения уже используется при проектировании. Обязательно. Лин-технологии используются изначально, потому что, еще раз говорю, все начинается, как в театре, с вешалки, в здравоохранении с регистратуры. Поэтому это очень важно. Входная группа, регистратура и все процессы, которые происходят в кабинете у врача, они тоже должны быть выстроены по правильной системе. Вот есть вопрос с горячей линии. Возможно ли повторно получить вакцину от COVID-19? После проведения первой вакцинации титры антител исчезли. Но, видимо, они не выработались. И тут непонятный вопрос. Первый вместе с ревакцинацией или в целом вакцинацией? Ну, я, наверное, так поясню, будет, наверное, понятнее. Однозначно вакцина, она двухэтапная. Все три, которые сегодня существуют, то есть они должны вакцинироваться двумя этапами. Причем, значит, только у Пивака возможность через 14-21 день, остальные вакцины все через 3 недели. И на самом деле высокий титр, он возникает только после того, как вы получили вторую дозу вакцины где-то через 21 день. То есть на вакцинацию уходит достаточно большой. Дня, до 42 дня, абсолютно верно. Через 42 дня можно говорить о том, что выработался у вас иммунитет или нет. Сейчас есть разговоры о том, что старшему поколению предлагают эпиваком прививаться в 3-й раз. Пока это чисто такой посыл. Нормативных документов нет, но я думаю, как только Минздрав России нам даст такую нормативную базу, мы придем к такому этапу тоже. Угу. Теперь по году здоровья. Безусловно, в завершении программы должны об этом сказать. 21-й, какие мероприятия, что основное и как в целом реализуется план? Ну, год здоровья, это тоже надо сказать Александру Сергеевичу большое спасибо. Мы очень долго добивались, чтобы у нас наконец-то в республике был год, посвященный здравоохранению. Но Александр Сергеевич смотрит шире, это не только здравоохранение, это вообще пересмотр вообще абсолютно всех позиций нашей ментальности, как населения, так и в первую очередь медицины. Бережливые технологии, кстати, в том числе туда входят. Мероприятий очень много. У нас 4 основных блока. Они посвящены разным темам. Больше 143 различных видов участников. Да? То есть самое важное, что мы привлекли здесь не только Здрав, но и все ведомства и министерства заинтересованы в этом процессе. И начиная от благоустройства улиц, это тоже здоровое общество, заканчивая спортивными мероприятиями, естественно, генетическим паспортом, которым занимается сегодня медицина. Угу. Ну и в завершении, наверное, такой немного личный вопрос. Что радует и что огорчает министра здравоохранения? Радует, допустим, когда пациент выписывается, радует, когда я смотрю количество пациентов, выписывающихся при ковиде, если говорить конкретно про ковид. Радует, когда у нас меняются облики медицинских организаций. Радует, когда
Наши доктора обучаются за рубежом, либо в центральных клиниках. Радует, когда наши, допустим, студенты получают премии. То есть это такие вещи, которые, ну, вот, действительно от души всегда с большим удовольствием я отслеживаю, смотрю, и приносят они удовольствие. Огорчает, ну, наверное, огорчает, как и всех людей, это излишняя вот эта вот, может быть, направленность на недоверие к каким-то официальным источникам, мы больше склонны верить каким-то мессенджерам, каким-то слухам, вместо того, чтобы прочитать официальные источники. Это всегда огорчает, расстраивает. Ну и расстраивает, когда у нас идут показатели ухудшаются. Но хотя надо отметить, что наша республика всегда, в принципе, на хорошем счету у Минздрава Российской Федерации, и в структуре рейтинга Российской Федерации мы всегда на первых позициях. Елена Гафариновна, спасибо большое за столь подробную информацию, за то, что нашли время, сегодня подошли к нам на эфир. Хочется пожелать удачи всем нам в нелегкой борьбе с ковидом. А я желаю всем здоровья и будьте вакцинированы. Я напомню, что у нас в программе была министр здравоохранения Республики Саха-Якутия Елена Ефремовна Борисова. Буквально после короткой паузы мы продолжим наше с вами общение по теме бережливого здравоохранения. И во второй части программы мы поговорим об этом с главным врачом Намской центральной районной больницы Сергеевым Ирианом Николаевичем. Так что оставайтесь вместе с нами. Вернемся через пару минут. Добрый вечер. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Якутия Лайф» и проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Сегодня мы говорим о бережливом здравоохранении, в котором участвует свыше 3500 медучреждений страны. Приятно, что одна из них и в Якутии. Напомним, что принципы бережливого производства помогут добиться значительных результатов в части организации работы больниц. Для пациентов в разы сократится время ожидания в очереди и регистратуры, а в кабинетах врача увеличится время работы врача непосредственно с пациентом и так далее. Намская центральная районная больница сейчас в процессе внедрения бережливого производства. Как это протекает, подробности узнаем у главного врача Намской ЦРБ Ириана Николаевича Сергеева. Добрый вечер, Ириан. Расскажи немного о том, как внедряются технологии бережливого производства непосредственно в Намской ЦРБ. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, телезрители. Ну, хочется сказать, что внедрение новой модели медицинской организации по приказу Минздрава мы приступили к внедрению с прошлого года, с 2020-го. Но несмотря на то, что 2020 год действительно оказался таким сложным как для системы здравоохранения, так и для нашей больницы, но мы все равно уделяли время для внедрения данного проекта. И хочется сказать, что в период приостановления ограничения плановой деятельности как раз-таки мы воспользовались как плюсом тем, что у нас поликлиника, часть поликлиники не задействована в работе, и занимались реконструкцией, ремонтом, перемещением кабинетов, ну и так далее. А как это отразилось на пациентах? Вот какие конкретные отделения были реконструированы, реформированы, как там отлажено производство? Ну, если ранее в поликлинике нашей центральной районной больницы особенно была перегружена центральная входная группа, там уже у нас был и регистратура закрытая, и аптека, и гардероб, и это все создавало скученность у наших граждан. И, во-первых, мы сделали открытую регистратуру, сделали фронт-офис, сделали комфортную зону ожидания для наших граждан. И самое главное, мы структурировали нашу поликлинику. Если поликлиника у нас на первом этаже в основном были сконцентрированы участковая служба, хирургическая служба, на втором этаже у нас была женская консультация, врачи-специалисты, то третий этаж в основном у нас занимал почти весь администрация ЦРБ. И мы этот подход пересмотрели и сделали как? Во-первых, мы на первом этаже сконцентрировали те кабинеты специалистов, к которым обращаются здоровые люди при проведении диспансеризации, периодических медосмотров. То есть наш центр медицинской профилактики при входе тут же граждане могут обратиться туда и пройти диспансеризацию, медосмотр. Далее отдельно сделали на втором этаже хирургический блок, там, где у нас есть и кабинеты хирурга, травматолога, лор, чистые, грязные, перевязочные. И тут же у нас на втором этаже они могут пройти инструментальные исследования, рентген, УЗИ. И на третьем этаже мы уже сделали в основном упор на участковую службу.
там, где у нас расположены участковые терапевты, гериатр, ну, и отдельно обособленно сделали помещение для женской консультации. Она, по-моему, у вас началась, сейчас работает 2 смены, да? Да, хочется сказать то, что мы пересмотрели работу некоторых наших подразделений, в том числе вот женская консультация. Сейчас она у нас работает 2 смены. В женскую консультацию обычно обращаются ведь женщины фертильного возраста, а это у нас работающая категория населения, которая может обратиться уже у нас или перед работой с 8 утра, или после работы там, с 4, с 5 до 7 вечера. Сейчас у нас, да, женская консультация работает в 2 смены. А для детей что-то поменялось? Ну, для детей у нас изначально в поликлинике есть отдельный вход, вот, отдельная регистратура, отдельное отделение. Хочется сказать то, что в детской поликлинике мы внедряем несколько проектов. Во-первых, так же, как и во взрослом отделении, мы сделали комфортную зону ожидания, там, где детишки могут у нас посидеть, порисовать, поиграть. Вот. И один из проектов, который мы там внедряем, это медицинский осмотр детей до года по проекту «Ромашка». Если раньше дети до года у нас были вынуждены, обращаясь на медосмотр к узким специалистам, заходя в каждый кабинет, раздевать своего ребенка, отстаивать очередь, то сейчас уже в определенный день, в определенное время в одном из помещений собираются вот те необходимые специалисты, которые нужны для медосмотра. И уже один раз мамочка может своего ребенка раздеть, положить на пеленальный столик, и все врачи по очереди уже сами осматривают ребенка. Ну, вот я был в Намской поликлинике, как раз мне очень понравилось тогда здание. Жалко, только не был после уже реновации, но обязательно приеду. А вот что-то изменилось в плане медосмотра. Ну, вот мы сами знаем, пришел на медосмотр, надо там сначала в один кабинет, потом в другой кабинет, в третий, там, да еще иногда и по этажам, потому что один специалист там. Сейчас поменялась как-то ситуация благодаря изменению маршрутизации? Ну, хочется сказать, что, конечно, кардинальных прямо изменений здесь нет, все равно людям приходится посещать поликлинику не один раз, но, как я сказал ранее, мы структурировали, то есть в основном врачи-специалисты у нас находятся на первом этаже, далее при сдаче анализов мы их разделили потоки наших больных пациентов и от тех граждан, которые проходят медосмотры, они ведь здоровые, и у нас есть отдельно процедурная для здоровых при прохождении периодических медосмотров диспансеризации, отдельно процедурные для тех, которые сдают по поводу заболевания анализы. Вот, ну, и за счет этого, я так понимаю, очередь тоже не скапливается, да, в разных процедурных кабинетах? Да, конечно. И время работы там другое. То есть одна процедурная работает с 8 утра до 9:30, а другая уже чуть позже. А вот по дневному стационару какие-то изменения были? Потому что сейчас эта процедура наиболее востребована. Люди хотят получить помощь и сразу домой. Ну, во-первых, надо сказать, что стационарозамещающая медицинская помощь – это как раз-таки приоритет. И если ранее дневной стационар у нас располагался и представлял собой как обычное отделение, там, где были койки с постельным бельем, с принадлежностями, и, конечно же, это создавало такую вот нагрузку на медицинскую сестру процедурную, которая была вынуждена по нескольким, по 3, по 4 палатам обслуживать наших пациентов, то сейчас уже это 2 палаты, и мы отказались от привычных кроватей и коек. Сейчас у нас там кресла, и пациенты также могут обратиться, как я сказал ранее, это в 2 смены, то есть не теряя свою трудоспособность, не беря больничный лист, не уходя на больничный лист, они могут перед работой, после работы с 8 утра до 7 вечера воспользоваться как раз-таки услугами дневного стационара. И в дневном стационаре сейчас пропускная способность у нас намного увеличилась. Если раньше в день у нас было при прошлой форме это около 20 больных в день, то сейчас уже мы можем через дневной стационар пропускать до 40 больных в день. А вот по хронометражу, вот сколько времени выделяет врач пациенту? Вот после внедрения какой-то анализ проводили, стал ли больше врач уделять внимание пациенту, а не смотреть там бумаги, заполнять ее и так далее? Да, конечно, при внедрении данных проектов мы проводили хронометраж, как ожидания пациентов при приеме, так и непосредственно самого приема у врача. И мы внедрили несколько таких вот значимых проектов по типу 5С, по типу Lean-технологий, когда врачи уже больше времени могут уделить пациентам, когда у них рабочее место более удобно и стандартизировано. Вот, и все, что им необходимо, у них есть под рукой.
И здесь уже если ранее из 15 минут, которые уделялось на прием, около 9 минут уходило на оформление документации, всего там около 6 минут на сам осмотр, то сейчас уже кардинально наоборот. Около 10 минут на осмотр, на разговор, на сбор анамнеза и все остальное время уже на Буквально документацию. недавно у вас была презентация приемного покоя. Насколько сейчас пациенты рады нововведению? Ну, мы не останавливаемся внедрением бережливых технологий не только в поликлинике, но и сейчас вот как раз-таки внедряем бережливое производство у нас в стационаре. В стационаре у нас, если все ранее, и пациенты, и посетители здоровые, и персонал заходили все через одну дверь, и тут же у нас был и приемный покой, и выписка новорожденных, то, конечно, это было больше неправильно. И мы сейчас уже определили отдельное помещение для приемного покоя, которое располагается сзади, где конкретно обращаются лица за медицинской помощью, то есть больные. А для персонала у нас тоже отдельный вход. И центральный вход у нас сделан для здоровых посетителей и для выписки новорожденных, потому что у нас в этом же стационаре есть акушерско-гинекологическое отделение, где рожают наши женщины. И выписка новорожденных как раз-таки проходит сейчас там. И вот как раз в День защиты детей 1 июня у нас состоялась торжественная выписка уже в свежем отремонтированном помещении, где уже достойно могут встретить отцы своих жен с детьми. А вот дальнейшие какие-то планы есть уже по внедрению технологий? Ну да, мы не останавливаемся. Во-первых, хочется сказать, что нынче мы будем обязательно внедрять нормы бережливого производства у нас в стационаре. И по поликлинике, конечно, есть некоторые проекты, связанные с детским отделением нашей поликлиники. Обязательно мы их будем внедрять. Хочется пожелать удачи, потому что я прекрасно знаю, что Намская ЦРБ не стоит на месте, всегда внедряют какие-то новые интересные проекты. Буквально 10 апреля, по-моему, у нас был даже совместный выезд, когда наши офтальмологи выезжали к вам. Я думаю, что такое сотрудничество дальше продолжится, и все это во благо пациентов. Спасибо. Хочется сказать спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. Это была программа «Якутия Лайф» и проект «Мой доктор». И я, Иван Луцкан. Сегодня мы говорили о бережливом здравоохранении. У нас в студии был главный врач Намской центральной районной больницы Сергей Вариан Николаевич. Напомню, что раз в месяц мы с медиками и жителями региона будем обсуждать вопросы здоровья в рамках программы «Якутия Лайф. Мой доктор». Тем более, что здоровью в нашей республике посвящен 2021 год и последующие десятилетия, благодаря указу главы республики Арсения Сергеевича Николаева. Желаю в первую очередь вам всем удачи и, конечно же, здоровья. До встречи в эфире. Пока-пока. Тысячи девушек Якутска выбирают личи. Будь стильной вместе с нами. Торговый центр «Айсберг», 2-й этаж.